Более 18 тысяч жителей Коми уже привились от COVID-19. Кампания по вакцинации в регионе набирает обороты. Сегодня сделать прививку можно во всех городах и районах республики. Количество заболевших тем временем изо дня в день постоянно снижается. И все же это не повод расслабляться. Особенно в преддверии праздников. Об этом говорили на заседании регионального оперативного штаба в Сыктывкаре. Детали знает Ксения Лосева. За сутки коронавирусом в Коми заболел 81 человек. Цифра по сравнению с декабрем, когда ежедневно в регионе выявляли более 280 новых случаев, вселяет надежду. И все же расслабляться рано, говорят эксперты. От того, как сейчас будут соблюдаться все необходимые противоэпидемиологические меры, будет зависеть, насколько быстро удастся окончательно победить вирус. А потому в ближайшие праздники, это и 8 марта, и Масленица, необходимо уделить как можно больше внимания местам традиционного скопления людей. И это же касается и проведения различных культурных мероприятий. На всех этих площадках, и в этнопарке, и в Литмузее, и в галерее, и в Центре народного творчества, и в городской библиотеке мы будем изначально устанавливать все места с учетом социального дистанцирования. И, естественно, все требования по ношению масок и обеззараживатели, требования по проветриванию помещений, они все в программе учтены и будут исполнены. Особое внимание в ходе заседания вакцинации. Процедура доступна во всех муниципалитетах. Кроме того, организовано 109 мобильных бригад, которые действуют на базе поликлиник. Также при некоторых медицинских организациях работает 25 передвижных мобильных комплексов. С начала вакцинации в Коми поступило 30 600 доз вакцины ГАМ-ковид-ВАК «Спутник Ви». Впрочем, вскоре в России может появиться еще одна, уже 4-я по счету вакцина от коронавируса. Об этом Владимиру Путину как раз накануне рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Сам препарат пока еще не готов, но агентство уже закончило так называемую рецептуру. Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет годами. И в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования. Хорошо. Значит, это вторая половина, если все пойдет нормально, вторая половина. С июля. В отличие от существующих вакцин, задача новой не в том, чтобы спровоцировать выработку антител, которые со временем выветриваются, а сформировать так называемые клетки памяти. Если расчеты верны, после прививки будущей вакцины иммунитет к COVID-19 может держаться годами. Сегодня же сделать прививку официально зарегистрированными препаратами могут все желающие старше 18 лет, не имеющие клинических противопоказаний. На вакцинопрофилактику можно записаться через единый портал государственных услуг, по телефону и на сайте медицинских организаций. Ксения Лосева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.